Посольство США продолжает содержать белорусскую оппозицию. Факты незаконного финансирования были вскрыты во время планового рейда правоохранительных органов по противодействию незаконным финансовым операциям с иностранной валютой. В ходе мероприятий были задержаны руководитель Брестской ячейки БНФ Дмитрий Шиманский и редактор житковического оппозиционного издания. На кадрах оперативной съемки хорошо видна работа посольского финансового конвейера и его логический исход. Задержанные демократы, просители, имели при себе крупную сумму в американской валюте. Они пояснили, что эти деньги были получены в посольстве США. 1718. 1718 долларов. Деньги чьи? Я уже указал в объяснении. США финансирует белорусскую радикальную оппозицию по так называемой программе малых грантов. Деньги за последние несколько лет получили уже многие лидеры белорусской оппозиции. Как стало известно «Панораме», главный принцип работы указанной программы посольства США – конспирация, уровню которой могут позавидовать и ЦРУ, и ФБР. Сотрудники американского посольства брали у белорусских граждан подписки о неразглашении сотрудничества с ними. Отдельных морально неустойчивых оппозиционеров запугивали расправой. Для чего прийти в посольство надо? Получить деньги? Кому давал подписку? Товарищу Мельникову. Чего молчите? Я боюсь. Так вы скажите мне, чего вы боитесь? Или кого вы боитесь? Или кого вы боитесь? Я боюсь тех, кто в посольстве. Меня, скорее всего, убьют, если вы меня не посадите. Сами же сотрудники посольства США подтверждают выдачу финансовых средств оппозиции. Я встречался с Михаилом Козьмом. О чем вы беседовали? Еще так. Вы беседовали о его проекте. У вас много проектов вы курируете? Но и сами же их все курируют, на их не помните. Что вы имеете в виду курировать? Вы разговариваете с этими людьми, они просят у вас консультации, они договариваются с вами о встрече, они привозят вам отчеты, заявки. Вы им говорите, что можно опять приезжать, допустим, там, получать деньги. Вот у вас много таких людей? Ну что? Все. Но они же меняются периодически. В настоящее время проводятся оперативно-следственные мероприятия, направленные на выявление объемов финансирования.